Бонфорза Таша Парамеложи Галаджо Кадавару Вадарангу Дарашкана. Мы в теме территориальных символов военно-общинной организации арийской идеологии Нартиады. Мы в системе уделов наделов Кярт и общин Кадава всей. Мы уже выявили 4 связанных системных признака социума и идеологии Нартиады в развитии за 3-4 тысячелетия от Чаталгиюка до Парнаса, Олен, Аполлон, Аллон, Вилон, Кавказ. Два положения ясны. Первое. От Балкана Апеннин до Каспия прапородина веры Ирги и Нартиады. Второе. Военно-общинный строй витязей веры Ас. Это эпоха витязей веры Асата и новый этапный социум арийской цивилизации, истории ее глобализации. И новые вопросы. Первый. От Балкана Апеннин до Каспия прапородина веры и религии Нартиады. Это Анатолия, Малая Азия. Это культы восхождения и рождения Мидзавар в храмах Сартадана, города под холмом Чатралгиюк. Но на запад, на восток, на север и на юг от Анатолии идут переселения и возникают новообразования. В археологии во всех направлениях от Чатралгиюка преемство культур очевидно и более всего на востоке от Анатолии. В центральном и восточном Закавказье в 6-4 тысячелетии до новой эры сходство инвентаря с Чатралгиюком полное, вплоть до тождества. И идет переход к регулярному промыслу оружием. Это радикально меняет и смысл социальных ценностей Нартиады. Война и доблесть уже формируют в трехступенных возрастных трехфункциональных группах приоритеты специально воинские. То есть прежняя функция стережения, охраны, па и далее дополняется выражениями силы доблести, и этих наименований уже множество в лексике Нартиады. Кроме Ял и Гам, в обращении еще и другие названия силы. Аматао, Ас и так далее. И рожденные сильными Арьял, и иерархия сильных рождений Гамар дополняются элитными титулами Ас и так далее, и их комбинациями Ирас, Асир, Арес, Усер и так далее. Иерархия сильных рождений Гамар, Гамер, Гомур, Гумир сменяется иерархией отцов сильных витязей. Гамес, Хамес, с ее сынами молодежью Патрас, Батрас. И Гомеры, Гомеры, Гумиры Нартиады, или Киммеры, Гомеры, Гомеры, заставших эту систему письменных источников, сменяются врожденными витязями Ирас, Асир и так далее. Сам статус рожденных Ар вырос до статуса врожденных витязей Ирас и до статуса Ас, уже отдельных от простого войска народа Ир. Асата живут отдельно, над трех саханами. Рядовые обитатели этих уделов на делах высших, Картвала, Картули, много позже усвоили это и как само название Картули, и как Ир, Эри, со значением народ войска. Археология показывает по 2-5 поселений группами на расстоянии 10-15 километров. Типично гнездовые поселения. Их более 150. А в среднем течении Куры их около 50, крупные от 4,5 до 5,5 гектаров. Как называлась эта страна с 5-4 тысячелетия до новой эры, мы уже знаем. Из праха Патраса между морями, между двух вод, Каспия и Черно-Средиземноморскими, образовалась гора Ас, Кавказ. И в долинах рек между Малой Азией и Кавказ началась история страны воинов Асата. Для краткости будем назвать эту страну Средиземноморское, Черноморское, Каспийского Междуморья страной СЧКМ Асата. Ясно, что раз в 5-4 тысячелетии новой эры культура Чатралгиюка уже в Закавказье, то тут тот же главный культ крупного рогатого скота Гоу. Термин со значением крупный рогатый скот стал обозначать еще и поселение, деревню, и с этим значением он и в языке Нартиады. Гоу, Гау, Кау. То есть культ крупного рогатого скота Гоу со времен Арьев Чатралгиюка играл градообразующую роль. И в закавказской части СЧКМ масса культовых скульптурок быков. Но тут уже и модели колес, изобретен уже транспорт, и он все больше значит. То есть роль крупного рогатого скота, как градообразующего условия, стала выше, и обладатели коров быков, Гоу, вместе с Гоу скотом, образуют общий параметр ценности поселения, который и определен самим названием поселения – Гау, Хау, и стало больше шлифованных и полированных топоров. Идет эпоха силы. В археологии города страны СЧКМ
Их заранее планировали. Напомним, город Чаталгюка был тоже спланирован. Но очаги пока у стен в жилых помещениях, не культовые. То есть отдельных культов, отдельных семей, семейных жилищах пока нет. Но, внимание, иногда стены побелены и пол окрашен, как изредка и в Чаталгюке. Во второй половине 4-го тысячелетия новой эры идет смена культур. Новая волна расселения пошла в предгорье и горы. И уже в 3-м тысячелетии новой эры их десятки поселений земледельской скотоводской экономики. Ее продуктивность со времен Чаталгюка дала демографический взрыв. И, внимание, лобарная, анатолийская и закавказская керамика все так же едина для всего периода ранней бронзы. Быть страны Нартиады, страны Эшчеканы едины, но радикально меняется архитектура в Закавказье. И более 50 поселений этой культуры Южного Кавказа открыто уже на Северном Кавказе, от Каспия до востока Чечни, но не на западе Северного Кавказа. Тут мешали болота. Вплоть до начала осушения болот России и СССР запад Северного Кавказа был доступен только из степи и по морю, а Закавказское приморье доступно лишь грекам. Итак, Асия, Северный Кавказ. Дома уже большие, прямоугольной формы, от 20 до 54 квадратных метров. Комната с пристройкой, с открытым фасадом. Но очаги уже в центре. И значит, уже были и светодымовые отверстия в кровле. И все это уже знак обособившегося культа семей. Хоронят, как в Чаталгюке, под полами, но уже только младенцев. И, внимание, на вершине горы уже святилище с каменными жертвенниками. Это уже холмы истины новой эпохи горы Асата, Кавказ. Поселение до 12 гектаров. Циклопические цитадели, прямоугольные помещения и святилища. А это алтарь и женский идол. Образ женщины в культе всех времен от Чаталгюка. Новые черты планировки. Улица, по обе стороны дома с хозпостройками, перед домами дворы с очагами. Далеко к югу, на северо-западе Армении, уже скотоохранные крепости на альпийских лугах на высоте 2000-2300 метров. Уже охраняют все. Поселения, жилища, запасы еды, скот с его пастбищами. И никаких сомнений, что все население, оно и есть стражи, охрана, пай и так далее, оно же и всех видов сила, яу, гам, тау, ас и так далее. Это военно-общинный строй. О древности культового титула Алвар мы знаем. С 8-7 тысячелетия до новой эры и еще во 2-м тысячелетии до новой эры он в культе горы Парнас со жрецами Олена Полман, Аллон-Билон, Нартиады. И знаем два иерархических определения территориальных военно-религиозных единиц организации эпохи Асата. Первое – Ас, как элитный титул витязя веры Асата. Второе – это Синхсах, обитель, квартал. И Карт, удел-надел территориальной организации. И мы знаем кафедральные титулы, кафедральные. Гуау – возвещать, прорицать, Сиден – призывать, взывать, и отсюда Сиден – это сами кафедры прорицателей культов, восхождение и рождение Мидзалар-Дзуар. Археология гнездовых поселений точно отражает номенклатуру Нартиады. Верха Вал-Вала, середины Аста, низа Дал-Даля. Это трехчастные иерархии Вала-Синх-Астав-Синх-Даля-Синх. И есть общинно-религиозные обители и кварталы. Они вписаны гнездами в трехчастные иерархии уделов-наделов карт. Вал-Вала-Карт, Астав-Карт, Дал-Даля-Карт. И были другие иерархические топонимы, типа Мидкарт, серединный удел-надел. А Турхе-Ердал искал это германо-скандинавское ответвление Нартиады на Нижнем Дону. Мидкарт – это карт внутри посередине. И ремарка. Вот Джавахишвили, Церетели, Джапарида, Чикумал, Меликишвили. Зансколацкие, мегерельские племена, прото-грузии, появляются в Закавказье только с первой половины первого тысячелетия новой эры, а письменность появилась тут еще позже. Исходим из логики этого процесса. Ясно, что попав в Закавказье, эти разные племена, и с ними протогрузины, не могли не вписаться в ордер Асата, в систему организации этой страны Аса, то есть ЧКМ. Ордер диктовался элите необходимостью знать ресурс силы. Достигавшие возраста включения в культ иерархии силы рождений, Гамар, Аргам, Рейгам, Рейком оттуда же, приносили в места культа восхождения и рождения Мидзалар стрелу, и число стрел было числом воинов обители Сынхсых и удела-надела карт.
Далее из штучных знаков регистрации создают систему знаков, письменность, и уже регистрируют подданных их регулярные приношения. А это уже начало налогообложения. Письмо в стране из ЧКМ появилось около рубежа Р, и ордер Асата не мог не отложиться в нем. Вот его иерархия. Страна витязей Асата или Асат удел надел выше. Аскартуала, Аскартуле, Сакартвел. Далее. Жреческий комплекс удел надел высшего, смотрящего, могучего Картарования, Карталине. Далее. Жители удела наделов квалифицировали по иерархии. Обитатели уделов высших Картвала, Картуле, Картвели. И это стало самоназванием грузин. Как много позже Арусак, Руск, на севере от Кавказа стало самоназванием русских. Это и витязей могучих удел и наделы высшие. Ас-Амакартвала, Земокартуле. Это большой регион северо-востока нынешней Турции с почти таким же регионом в верхнем течении Куры в нынешней Грузии. Или поселение скотоводов могучего удела высшего Гау-Амакартвала, Мокартулы. Это степи от Каспия вместе с ныне Восточной Грузией регион скотоводов. Или возвещание культовых удел высший Сидан Картвала, Шида Картуле. Это приход жреческой кафедры в среднем течении Куры с протоками Левахи, Алазани, Арагви и с горой Кавказ. На юго-востоке есть ЧКМ, это ныне северо-запад Ирана. Уже двухэтажные дома, наверху жилые комнаты, внизу хозпомещения, двухчастные печи, столы с желобами, скамьи и так далее. И в 5-3 тысячелетии до новой эры у страны есть ЧКМ во всех регионах Асата культ един. В центре страны Карт-Алуаньяу, Карталине и в Сидан-Картвала, Шида-Картве. Тут на 120 километров выявлено 16 населенных пунктов. Через каждые 8 километров. Круглые жилища с центральными очагами, и значит светодымовыми отверстиями. Но центральное расположение очага – это ново. Дома уже прямоугольные, с центральным столбом, центральным рогатым очагом, с плоским балочным перекрытием и световым отверстием. Значит, семейный культ жилищ рождений Хазар, уже обособился. А на центральной площади круглая постройка, святилище. Тут центр общинного культа восходящих рождениями Дзуар. Выделим самое важное. Очаг в центре и светодомовое отверстие в центре на перекрытии – это уже новые атрибуты культа. Это культ дома обители рождений Хазар индивидуальной семьи. Сидан-Картвала, круглые дома, отошли, но круг остался, как сакрал, круги и у курганов. Потому и молитвы там все круг идут по кругу, это сакрал. Потому же и вокруг святилищ выкладывали выкладки каменные в круг. И пироги молитв круг, а у триады Артасах пироги треугольные. Сведем вывод. С середины 4-го тысячелетия до новой эры оборонительные стены уже во всех уделах наделах карт. В культах всех уровней иерархии Дзавар от карт, Синх, Сахар и до Касар военизация нарастает. Значение персонального подвига индивидуализируется и в культе, и выделяется в отдельный статус семейных культов жилищ рождений Хазар. И в них сами герои Ас выступают жрецами своих семей. Этим факт связи отец-сын освещается как наследственно передаваемый признак функции через породное качество семени Мэг. И в идеологии Дзавака трехпоколенная функциональность меняется наследственной функциональностью трехсотной модели ордера Асата. От отцов пород Меккат Гамес и ее сынам-стражам молодым Асан Патрас. Хамес Падрас. Асата – это уже элиты по рождению в породе Меккат. И в трех функциях элиты уже наследно врожденные. И над всеми порода Меккат воинов Асата, Гамес Патрас. В археологии отражено формирование 300-го ордера Нартиады как иерархии небольшие селища, средние селища, суперцентры, что отражает военно-религиозную иерархию дела наделов карт и их общин самосих.
Тут и цитадели, тут и доминирование в группах поселений, тут и застройка поквартальная вокруг площадей, а улицы радиальные от площадей. Это и культовые постройки, иногда монументальные. Археология является кавказской общественной культурой. Это еще и после неолита. В 4 тысячелетие до новой эры и на месте города Тбилиси было поселение, но крепость появилась тут лишь в 4 веке новой эры. И это за 100 лет до царя Вахтанга Бургасала. Он был в 5 веке. Потому не могут основать этот город. Само название города говорит о нем, как об одной из обителей эпохи страны Эшчекане. Могучий страж высшей обители Тау-Пиваласи, Тбилиси. Другой город Эшчекане до рубежа Эр – это могучие общины Амасахта, Мцхета, или сокварталья Мцхета. В эпоху медийско-скифской гегемонии 6-3 века до новой эры в Западное Закавказье пришли арии с самоназванием скута, скачущие, то есть всадники. С культовым самоназванием всадниками рожденные, скутар, кудар. Они основали всадническую обитель Скутай-Синх, Кутай-Синх. Вообще все поселения Эшчекане с окончанием на «си», они были синхсах. Вывод: на всем пространстве с юга на север, от Месопотамии до Северного Кавказа, и с запада на восток, от Балкана, Апеннин до Каспия, с 8 тысячелетия до новой эры и почти до прихода римлян, культура едина, а субэтнос и вовсе общий. ДНК гаплогруппы полностью этому выводу соответствует. И теперь монотеизм и единобожие.